Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия 24. И сейчас, я думаю, что многие узнали, за мной пейзаж — это скалы Еланки. Мы сейчас находимся в окрестностях этого замечательного села, где пройдут соревнования, которые называются Турслет. Летний сезон телевизионного цикла «Турслет» решено было провести в окрестностях села Еланка. В пользу данной локации весомыми аргументами послужили доступность, красивые пейзажи и, конечно же, налаженная инфраструктура. Речь о уже готовых трассах для организации полосы препятствий. На Еланке почти каждый год проходит полюбившийся многим Еланка Фест – фестиваль активного отдыха и экстремальных видов спорта. Мы делали программу «Испытано на себе» про это событие. И кроме того, Еланка обладает богатой историей, про которую нам поведали в местном музее. Наша деревня основана в 1830 году как ямщицкая деревня на основании указа Его Величества Николая I. Она основана как промежуточная станция между Титаринской и Улахананской станцией. Основали нашу деревню три семьи. Это семья Соколовых, Голоковых и Бурнашовых. Изначально Еланка, конечно, у нас начиналась внизу, то есть первые дома были поставлены. И вот как раз название Елань — это потому, что возле нашего водопада, ручейка, была такая небольшая опушка, вот Елань, оттуда и название нашей деревни Еланка. Вот, основали, как получается, ямщицкую, получается, потом постепенно деревня начала разрастаться. То есть самая большая семья это была Соколовы, и вот Бурнашовы, Голоковы, и вот когда деревня начала разрастаться, она поднялась наверх. И вот первая сторона это Соколовская, а вторая сторона это Голоковых и Бурнашовых. При увеличении деревни тут был большой колхоз «Подарок Октября», он хорошо развивался до 1956 года, то есть деревня была достаточно зажиточная. Но в 1963 году вышел указ, получается, Хрущева об укрупнении колхозов. И тогда вот деревню нашу, то есть колхоз деревни объединили с колхозом в Улаханане. И после этого, получается, в деревне закрыли школу, администрацию, и деревня постепенно начала угасать. И вот в 90-х годах была первая попытка ее возродить, то есть построили арболитовые дома, но, к сожалению, это не получилось. Но зато в 90-х годах начали возвращаться потомки ямщиков, и вот начали по-новому отстраивать деревню, то есть ставить на старых местах уже новые свои дома. Но и с 2000-х также начался развиваться у нас туризм. Вот благодаря туризму наша деревня в настоящее время развивается. То есть уже на территории Еланки 5 туристических баз, есть несколько лагерей. И вот наша деревня оживает летом. И об истории рассказывает наша деревня. Вот наш музей, это ямщицкое подворье, которое мы приводим в порядок, восстанавливаем, немножечко проводим различные мероприятия. И каждый год, первая суббота июля, это проходит День Еланки, это такой большой ямщицкий праздник, на который съезжаются все ансамбли из ближайших деревней. Помимо очень интересных экспонатов в этом музее, здесь еще есть действующий почтовый ящик, куда можно взять вот такую открыточку, написать адресату какое-нибудь сообщение и вот так вот по старинке отправить. И оно обязательно до него дойдет. Партнер программы «Турслет» компания «Байнай Центр» представляет костюм-поплавок Rescue, уникальную разработку компании ХСН для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Байнай Центр, Якутск. Это золото означает, что ты победитель. А золото в этих ботинках означает, что ты не проиграешь холоду, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Голландия. Золотой стандарт тепла. Я был во многих странах и городах.
но точно знаю, что хочу жить в Якутске. Долго смотрел варианты, и для меня важно было много факторов для моей семьи. Не только сама квартира и квадратура, но и благоустройство, организация инфраструктуры, наличие школы и, конечно же, красота вокруг. Эти виды я уже представляю, как будем вечерами с семьей смотреть на закат, ловить тот самый золотой час. Участники летнего сезона также были набраны по принципу открытой заявки по контактам организаторов. Главное требование – состав команды и возраст ребенка. Ему или ей не должно быть больше 15 лет. Ну что, друзья, сейчас наши участники прибывают на место размещения. Здесь у скал прекрасные ланки. И первый конкурс, который мы для них подготовили, это полевая кухня. И давайте мы сейчас узнаем, что будут готовить семья Колмогоровых. Семья Колмогоровых, Намский улус. Папа Артем, 43 года, сотрудник управления газораспределительных сетей Сахатранснефтегаза. Мама Туяра, работает в Намском районном участке ДЭК Якутскэнерго. Сын Данил, 15 лет, учится в школе, увлекается вольной борьбой. Семья Колмогоровых, мы как-то думали, ну как-то Иланка, природа, и остановились на рыбе. Будет рыба. Стоп, а рыбу не поймаем, что ли? Нет, у нас есть недавнего улова. Мы обычно сами тоже ездим. Намский улус тоже как бы располагается на берегу Лены. И есть улов как сколько там? 3-4 дня, по-моему, да? Назад. То есть это рыба, которую вы выловили своими руками несколько дней назад? Да. Так, ну что, отлично. Сейчас идет процесс установки лагеря, и у нас еще продолжают прибывать участники, но семья Колмогоровых уже санонсировала, что будет приготовлено блюдо из рыбы. Успеем приготовить, не успеем. У нас, Виды? да, окунь и ясь. Ясь. Да, нам заходит. Ясь. Сильно вздохнул. Бэкстейдж пойдет. Мушки. Так, следующая семья, семья Васильевых, и мы давайте сейчас узнаем, какое блюдо они будут готовить на полевую кухню. Семья Васильевых, город Якутск. Глава семьи Николай, 45 лет, инженер проектов. Мама Ольга, домохозяйка. Сын Эрхан, 14 лет, учится в 33-й школе, занимается в кружке скалолазания. Ну, мы решили приготовить тайские блюда. О, здорово. А чем вызван такой выбор? Ну, потому что мы очень долго жили в Таиланде в свое время. Дети там выросли, они очень любят тайские блюда. И вообще на природе они очень хорошо готовятся. Потому что вообще хотели, конечно, из рыбы, которую словили. Но так как мы не словили пока рыбу, решили вот так, своими силами. Здорово, отлично. Ну что, друзья, как видите, ассортимент у нас уже, получается, мы идем даже на мировые кухни, да, кухни мира, да, тайская еда будет у нас. И желаем вам удачи. Спасибо. Пока участники готовят лагерь, инструкторы под руководством опытнейшего Петра Акимова из юных якутян прокладывают трассу полосы препятствий. Сейчас я нахожусь в местности Еланка, около села Еланка, где находятся прекрасные скалы. Но здесь будет проходить соревнование, которое называется турслет. Был уже зимний сезон. Я думаю, что наши постоянные зрители помнят, как проходили соревнования зимой. Но основной выпуск будет, соответственно, в сезоне 2024-2025. Но сейчас я вам расскажу, как бы это со стороны ведущего этой программы, этого проекта. Вот сейчас не зря я нахожусь около этого дерева. Здесь, видите, у нас
делается один из этапов, который предстоит завтра уже нашим участникам преодолеть. Такая вот канатная дорога, которая проходит через овраг. Я думаю, будет очень достаточно интересно. Вот. Ну а сегодня уже участники прибывают в основной лагерь, ставят свои палатки. Уже для них будет первый конкурс, который называется «Полевая кухня». Ну а сейчас мы вышли с представителями Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия для того, чтобы поставить этот этап здесь, в таком достаточно живописном ущелье. Вот там, кстати, весной очень мощный поток идет, практически водопады, несколько каскадов. Ну, у нас инструкторы и Руслан уехали на прокладку трассы, а тем временем у нас в лагере появляется третий участник, это семья Коркиных. Здравствуйте. Здравствуйте. Семья Коркиных, город Якутск. Папа Иосиф, энергетик Русского драмтеатра. Мама Майя, работает главным специалистом в фонде Баргары. Сыну Диме 15 лет, учится в 5-й школе, увлекается 3D-дизайном. Иосиф, извини, конечно, я всегда за то, чтобы возвышать роль мужчины в семье и так далее, но обращусь к Майе. Да? Майя, объявлен конкурс, который с корабля на бал для вас, это полевая кухня. Что вы будете готовить? Мы будем готовить рыбу красную. К сожалению, привезли из дома, а вообще можно делать, конечно, из рыбы, которую только что поймали, так будет еще вкуснее. Запечем ее в фольге и еще будем готовить неожиданное блюдо для походных условий, это супчик том-ям. О, это хорошо. Будет битва двух супов том-ям, потому что одни из участников тоже готовят. Ага, так что это будет наоборот даже интрига, и это будет лучше. Подъезжают наши высотные инструктора, так что давайте приступайте, и уже в очень скором времени дегустатор главный Руслан Ачиров будет принимать, тестировать, вкушать все ваши блюда. Давайте. Спасибо. Каждый турслет в традиционном понимании обладает своей уникальной фишкой. Это могут быть и исполнение туристских песен у костра, игры и конкурсы различного толка. Организаторы телевизионного цикла «Турслет всей семьей» решили продолжить традицию проведения конкурса «Полевая кухня». В связи с тем, что полевое условие было, мы все ингредиенты готовим вместе. Ничего страшного. В Якутии этот конкурс многие годы проходили под руководством Александра Ильича Борисова, бывшего руководителя отрасли связи. Команды в полевых условиях из любых припасов и ингредиентов должны будут представить на суд жюри несколько блюд и напитков. Основное условие – все блюда должны быть приготовлены на месте или на костре, или на переносных источниках открытого огня. Кроме того, жюри, в состав которого вошли организаторы, оценивали подход команд к обустройству лагеря. К слову сказать, все команды показали высочайший уровень походного быта, знание основ безопасности при обращении с огнем. Во время приготовления блюд над лагерем стоял ощутимый издалека вкуснейший запах, который предвещал буквально в течение небольшого времени определенные кулинарные изыски, которые покажут команды.
Абсолютно все команды доказали, что не только не останутся голодными в походных условиях, но и побалуют себя и жюри различными блюдами традиционной якутской и мировой кухни. Оладушки, таежные чаи, блюда на гриле, уха и даже был мини-конкурс на лучший том-ям. Блюдо, знакомое всем, кто посещал Таиланд. Но обо всем по порядку. ООО «Экостройинвест» – многопрофильная строительная компания, предоставляющая широкий комплекс строительно-производственных услуг, производство строительных материалов, профилированный брус любого сечения, погонажных изделий, имитация бруса и пыловой шпунт, строительство и благоустройство деревянных домов под ключ. Компания на рынке Якутии с 2009 года является официальным членом ассоциации СРО Союза строителей Якутии. Домокомплект «Экостройинвест» – это полностью готовый к монтажу набор заводского производства, состоящий из утепленных каркасных плит, кровли, стен и цоколя для возведения дома. Панели соответствуют нормам по теплоизоляции нашего сурового региона. Применяется качественный гипоаллергенный утеплитель. Воплотить в реальность вашу мечту – наша осознанная ответственность. Дегустационная комиссия во главе с Русланом Валерьевичем собралась. У меня какая-то самая нескромная ложка. Ну, мы знаем, что у Васильевых, в принципе, одно из блюд основных было готово уже давно. И, в принципе, как бы, скажем, готово уже к дегустации. С них и начнем. Да, как бы председатель дегустационной комиссии Руслан Валерьевич. Ну, сейчас хозяева выйдут, как без хозяев. Не то, совсем не то. Отметим, что Колмогоровы, они первым прибыли в наше расположение, первым приехали. Основу их лагеря составляет микроавтобус «Вокси». Это очень хорошее, скажем, решение для того, чтобы путешествовать всей семьей. Согласись, Руслан? Да, согласен. Да, и мы при свете дня еще рассмотрим один специальный лагерь. Есть кухонное помещение, есть спальное помещение, и вот на костре, на гриле делают блюда. Запахи стоят изумительные, прямо не терпится приступить к дегустации. Очень вкусно пахнет. Да, к нам присоединяется абсолютно нейтральный человек, главный режиссер национальной вещательной компании, как ни странно, который случайно оказался в нашем расположении. Вернее, мы приехали на 3 автомобилях. Сейчас приедет еще 4. Вот. И завтра рано утром мы начнем соревновательный этап. Да, завтра у нас в течение всего светового дня будет большое количество испытаний, поэтому то, что мы сейчас подкрепляемся, это символично. Не, это просто чтобы постараться уложиться в один день, и поэтому конкурс «Полевая кухня» решили, чтобы ужин был всегда плотный, он всегда питательный и так далее. Поэтому ужин решили продегустировать, что люди в современных условиях, когда есть возможности для приготовления пищи, для перевозки ингредиентов и так далее, да, то есть все-таки 21 век на дворе, то, что половину вашего автомобиля занимает холодильник, я уже видел. Ну, не половину. Ну, примерно. Половину моей машины. У Ивана Юрьевича тоже точно половину машины занимает холодильник. Поэтому, на самом деле, время сейчас ездить, наслаждаться природой, наслаждаться совместным отдыхом с семьей. И, конечно же, семейный трапеза, вечерний ужин в лоне природы — это просто... Я давно в такой атмосфере не был, поэтому почувствовал. Я сейчас немножко даже пущу скупую слезу. Тише. Да. Ну, Руслан знает, что я, в принципе, очень скучаю по этой атмосфере. Первыми дегустируем блюда семьи Колмогоровых. И у нас сегодня ребрышки и стейк О, с овощами и саладушками. Это Геликс Макс же так делает, да, в последнее время особенно. круто. Он на чугунной И сковороде. Второе наше блюдо будет это уха. Мгм. Ну, тоже традиционно, каждая семья, скорее всего, Хорошо. использует. Мы по кусочку берем, по кусочку буквально, да? Похотим. Мгм. И это. Мгм. И рекомендую оладьи от Туяра Обязательно. стейком. И мы вас забыли угостить нашей собственной заготовкой, которую мы с собой привезли. О, это мы Традиционно огуречки. огуречки. Мгм. Спасибо. Солененькие. С огорода, да?
Это что за рыба, Туяра? Щука. Уха и щуки. Я помню, поход был у нас на Среднюю Ботому с Ильей Макаровым, Маратом Заляловым, да? Вот утром щука, в обед щука, на полдник щука, вечером щука запеченная. Вот это было незабываемые 10 дней. Каждый день щуку ели? Ну, хариус, винок. Факт, что рыба. Руслан, есть модные телевизионные передачи, где ресторанные критики там оценивают блюда и так далее. Вообще надо отдать должное. Вот традиция проводить конкурс «Полевая кухня», она принадлежит покойному нашему министру связи информатики Александру Ильичу Борисову, который многие годы проводил конкретно вот такой вот конкурс, который назывался «Полевая кухня». Предприятия выезжали, делали в полевых условиях блюда, и конкурс пользовался огромной популярностью. Спасибо огромной семье Колмогоровых, это Намский УЛУС, это участники под номером 1 по факту прибытия, да? И сделаем небольшой спойлер, да, вот то, что мы и говорили в ходе подготовительного этапа. Завтра один из конкурсов будет посвящен тому, что вам нужно будет собрать как можно большее количество образцов местной флоры, растительности, и постараться их идентифицировать. Команда номер 3, самые поздно приехавшие, команда Коркиных. Мы приготовили том-ям. Говорят, мы не одни, но надеюсь, мы поборемся. Еще мы приготовили, запекли рыбу. Рыбу красную, она у меня кита, по-моему. Вот, на костре, в фольге. Сейчас будем пробовать. Вроде хорошо получилось. Так, Да. давайте попробуем. Сейчас у нас, значит, начнем с том-яма. Ага, спасибо. Если надо. Там уже Как его едят? вот так. Ваня, Берешь, покажи пример. чик. У тебя специально даже для том-яма ложка, по-моему, да? Сейчас я еще тарелку. Она такая. Больше том-ямовская, да? Так, там же как-то рис добавляй и потом туда, да? А это тоже. Ага. Да, окунаешь туда и ешь рис. Так, рис и окунаешь сюда, добавляешь. А там она острая, что ли? Ну да, должна быть острая. Нет, супчик острый, да? На держевание тогда. Третьего не надо, вот я как бы это от острова. Можно я рис как бы отварили в полевых условиях? Отлично, замечательно. Давай, попробуем. Том-ям на самом деле очень простой суп. Там буквально вскипятить, все сразу закинуть. Это в Таиланде же относится как бы к стрит-фуд даже, да? Да, на самом деле очень быстрое приготовление. Просто все надо вместе накидать, распробовать приправы, ну и все. На самом деле, как второй раз закипело, так уже готово. Поэтому очень удобно готовить в полевых условиях. Рыба красная, да? Рыба красная. Мало в каком ресторане такой. Попробуй. Ваня, я вкусно. Вкус. Вот я отметил, я думал, что еще? Это либо сыр, либо сливки. Я вот боялся попасть в просак. Завтра у вас будет конкурс, бонусное задание, которое будет называться «Юный ботаник». Да? Вам нужно будет сфотографировать максимальное количество разновидностей местной флоры. И попытаться их расшифровать. Цветы деревьев, все. Цветы, деревья, растения. То есть не всегда турфлёты это были там соревнования по скоростной установке палаток и так далее. Это всегда носило Петр Семенович, старейший наш коллега подтвердит. Это был еще образовательный, поучительный момент, какой-никакой обмен опытом, да, поэтому хотя бы даже те же лекарственные растения.
Так, ну что, сейчас мы подошли к третьим нашим семье участников. К нам присоединился, кстати, Евгений Никифоров. Всем привет, друзья! Я рад, что успел в этот раз попасть на самый вкусный конкурс. Я думаю, сейчас я посмотрю, как это все происходит. И Ну давайте, мы почти же наелись, да? Дадим ему да, то есть больше. финальное дегустирование, я не откажусь, ребята, Просто конечно. испробуем, а, скажем так, конечно. объем дадим ему. В любом случае, да, я, конечно, готов. Сейчас я возьму свою большую ложку. Тащи ложку. Присоединюсь к вам. Я смотрю, у тебя и миска там, и кружка. У меня все есть с собой, да, то есть... Так, давайте, у вас есть презентация, да, скорее всего? Расскажите Давайте про ваше послушаем, блюдо. конечно. Ну, особой презентации нету. И так как мы жили очень долго в Таиланде, мы очень любим тайскую кухню. Друзья, на самом деле на берегу реки Лены вкушать блюдо из другой страны национальное, это, ну, я думаю, не каждый может это себе позволить. Не каждый день такое происходит даже у людей, которые занимаются готовкой профессионально. И у меня, например, первый раз. То есть я много чего ел на берегу Лены. В основном это классические туристические блюда, но здесь вот прямо, ну, у меня нет слов. Мне очень нравится реакция Руслана, то, что он молчит. Он все съел уже хорошо. Когда я ем, я глух и нем. Шутка. Ну, и, кстати, надо сказать, что том-ям, скорее всего, он настолько тоже популярен, да, среди вот якутян. Допустим, это же уже, ну, ты только подъехал, ну, вот там тоже пробовали том-ям. Завидую вам, да, белой завистью. То есть это второй турнир. Да, второй том-ям. Но на самом деле первый или второй, это решит Да. коллеги. Тоже фонарики надели, ребята. Ну, видите, как они подготовлены, да? У них еще салфетки в карманах лежат. А что за напиток вы им разлили? Ой, кстати, да. Это чай с мятой и с апельсинами, с карамельный чай. Ух ты! Карамельный чай. Да. О! Ваня, поделишься потом, нет? Да, и рисом тоже. Потому что рис я, в отличие от том-яма, могу вкушать. Чай как? Чай хороший? Это тоже тайская? Нет, это не тайская, это импровизация. Это импровизация на тему «Мы находимся на природе». Нет, в массажных салонах там после массажа там да. подают. Кстати, да, похоже. Да, что-то есть, согласен. Да, кстати, я вот, когда мне предлагают, я не скажу, что бартером и так далее, да, но я хожу с удовольствием на массажные салоны, вот эти тайские, филиппинские и так далее, и там в конце обычно расслабляющий такой чай дают. Вот эффект такой же, Ольга, ну реально. Рис тоже, да? Нет, это рисовая лапша Рисовая лапша. с курицей, да. Рисовая лапша. Я сделаю Надо, исторический пока кадр. едят, вот сначала надо лаймом его вот так вот, рядом лайм лежит, его надо побрызгать на подтае. Ничего себе, да. Что так, да? Видите? Вам, я говорю, вот сейчас пока есть возможность. Да? Завтра у вас будет бонусное задание, которое будет заключаться в том, что каждая семья должна будет сфотографировать максимальное количество образцов местной флоры. Друзья, ну что, всегда полевая кухня — это очень хорошо, но бывают такие случаи, когда нет времени на то, чтобы развернуть нормально лагерь, поставить плитку, кастрюлю, набрать воды, приготовить еду, ужин. Вот. И, соответственно, так у нас и получилось непосредственно на самих съемках проекта «Турслет». Дело в том, что мы ужинали брикетами Чоккай Ас. Вот. Я хотел бы вам порекомендовать, потому что действительно достаточно вкусные блюда, практически как будто вы их приготовили дома своими руками. Но в целом мы сейчас, если, допустим, рецепт очень простой, нужно просто положить в горячую кипящую воду и подождать несколько минут. То, например, что делать, если нет под рукой кипятка, да? Соответственно, сейчас мы с вами рассмотрим такой вариант. Это подогрев вот этого пайка в специальном термобрикете. Что нужно сделать? Он всегда состоит из вот такого вот рукава, да, полиэтиленового, и вот такой вот нагревательный элемент, да, который при контакте с водой начинает выделять очень сильно тепло, и, соответственно, даже кипит вода. В общем, мы сейчас все это увидим. Итак, давайте начнем. Значит, для этого нам нужно вскрыть пакетик, положить нагревательный элемент вниз, и самое главное, обязательно положить наш паёк. Сделать это нужно таким образом, чтобы нагревательный элемент был под самим пайком.
Далее наливаем воду. Вода, в принципе, может быть любая, да, то есть у нас здесь понятно, что она, так как в кувшине, то она питьевая, а так в целом на природе, там, хоть из лужи можно набрать воды. В общем, не так это важно. Наливаем около 60 мл воды, прямо вот так. Думаю, где-то достаточно. И сейчас уже должна пойти реакция. Но для этого нужно нам, соответственно, завернуть наш пакетик. Сейчас у нас надо успеть это сделать до того, как пойдет реакция. Ага. О. Первая реакция была очень интенсивная. И сейчас уже более-менее выровнялась. Здесь в целом есть вот такая вот клейкая лента. Мы ею прицепили наш пакетик, чтобы он никуда не убежал. Слышно шипение. Видите, вода внизу кипит. Я микрофон поближе поставлю. В течение 12 минут нужно подождать. Но по правилам, вот здесь есть специальный технологический надрез, который позволяет вам полностью оторвать весь пакетик, открыть его с той стороны. Так, сейчас мы, как бы напоминаю, немножко не по правилам делаем. Ух! Теперь я понимаю, почему. Да, очень горячо. Но мы подобный пакет готовили уже в походных условиях, да, то есть в целом, даже если, например, на улице прохладно, им еще, по-моему, там хватает тепла, чтобы немножко согреться, те же замерзшие руки и так далее. До сих пор еще он очень горячий. Так, ну а теперь давайте отведаем жаркое с говядиной от Чоккай Ас. Для этого мы чуть-чуть потрясем и также, пользуясь специальными надрезами, откроем пачку. Итак, у нас, смотрите, вот такая вот картошечка дымится. Сейчас самый основной момент, это, конечно, не только вкусовые качества, но и насколько сильно нагрелось блюдо. Самое то. Так, вот оно у нас тушеное мясо. Как видите, неважно, где вы кушаете еду, будь то походные условия или офисные, в целом самое главное, чтобы она была питательная, вкусная и горячая. Вот, но в нашем случае мы сейчас рассмотрели вариант приготовления пайка вот в таких вот автономных специальных брикетах термических. И в целом это очень даже удобно, особенно когда нет времени, чтобы кипятить воду. Ну и вообще в целом вы очень заняты. Очень, кстати, классно покормили Руслана. Он доволен, его сразу потянуло в сон, еле включил генератор. Ну, смотрите, представляться будем завтра. Абсолютно всем командам за конкурс «Полевая кухня» присудили одинаковые максимальные баллы, оценив по достоинству старания и фантазию участников. И перед отбоем на кратком брифинге ввели в курс тех заданий, которые им придется выполнить в день соревнований. Какие? Мы пока не будем раскрывать, за исключением прошлого спойлера с оврагом. Бонусное задание от организаторов – описать максимальное количество образцов местной растительности. Ведь турслет – это всегда новые знания. Жизнь изменилась. Если раньше все текло неторопливо, сейчас вроде как чем быстрее, тем лучше. Но спешить всегда нужно в рамках правил, которые написаны чужими смертями. Не ваших родных или вас самих. Соблюдайте скоростной режим на дорогах.